Северная Осетия – это завораживающие горы и устремленные к небу фамильные башни. Это старинные обычаи и знаменитое гостеприимство. Сердце Северного Кавказа – край, который хочется исследовать, слушать, пробовать на вкус. И все равно будет мало. Куда бы вы ни отправились, в горные села или современный Владикавказ, пышущие жаром пироги уже ждут вас. Именно поэтому наш телеканал запускает уникальный проект, который дает возможность попробовать Осетию на вкус. 8 районов, 8 уникальных рецептов, 8 секретов, которые мы надежно спрячем в нашей шкатулке. Оставайтесь с нами, вместе мы соберем идеальный пирог. Если посмотреть на карту республики, можно заметить, что больше четверти от всей территории занимает Алагирский район. Ну что, пришло время узнать его получше? Алагирское ущелье. Его издревле называют главными воротами на Кавказ. Это единение величественных гор, могучих скал и бешеной реки Ардон. Кстати, с осетинского название реки так и переводится – «бешеная». Ну что, отправляемся в путешествие? Из Владикавказа минут 30-40 езды до ущелья и первой достопримечательности. На самом деле в Алагирском районе их очень много. Самые известные – Сероводородное озеро, санаторий Тамиск, святилище Лактозуар и альпинистская база Цей. Мы же решили пойти не по протоптанной дорожке и познакомить вас с чуть менее известной достопримечательностью. Сейчас сами все увидите. Мы приехали на предприятие «Владка». Оно находится в живописнейшем месте, здесь рядом раскинулись яблоневые сады, по которым я обязательно в скором времени прогуляюсь, но для начала хочется узнать немного про технологию хранения фруктов и, конечно же, увидеть сортировку. И поможет мне в этом технолог Тимур Печеный. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Камила. Мы сравнительно молодое предприятие. 4-й год мы осуществляем деятельность на этом месте. Сейчас мы находимся на фруктохранилище ООО «Владка». Его первый этап был реализован при участии и поддержке ПАО «Сбербанк». Это первый этап. Сейчас мы находимся в коридоре. Первый этап рассчитан на 2500 тонн хранения, 10 камер по 250 тонн. Перед нами находится дверь и сама камера. Сюда мы складируем продукцию в таких вот пластиковых контейнерах по 300 килограмм. После загрузки полной мы выводим камеру на режим. Хочу сразу отметить, что данная технология – это самая продвинутая технология сейчас на рынке хранения фруктов. Мы первые используем данную технологию. Основное ее отличие от других технологий, которые существуют, это использование датчиков флуоресценции, которые улавливают состояние яблока и позволяют контролировать среду, в которой оно хранится, что освобождает от использования консервантов. Как долго они хранятся? Разные сорта хранятся до 12 месяцев. Сейчас мы производим сбор урожая из сада летних сортов Галмак, Summer Free, Sansa и Red Free. Они непригодны к длительному хранению, поэтому мы сразу же реализуем их по всей России. Сейчас у нас происходит укладка яблока Галмак, которая направляется в Новосибирск. А в нашей республике можно где-то попробовать ваши яблоки? Да, в нашей республике мы сотрудничаем практически со всеми торговыми сетями. Насладившись красотой яблоневых садов и вкусом самих фруктов, с прекрасным настроением и не с пустыми руками, мы приехали в село Црау. Так сказать, от яблоневых садов к некогда грушевым садам. Так, кажется, очень уж завуалированно сказано. Фраза требует разъяснения. Селение Црау было основано в октябре 1911 года.
До переселения сюда горцев на месте села были раскинуты дикие грушевые сады. Сегодня от них не осталось и следа, но память о них живет до сих пор. Ну вот мы приехали в Црау. В этом прекрасном доме, который известен всему селению, мне пообещали помочь в приготовлении остинских пирогов. Я надеюсь, что меня уже ждут. Здравствуйте, Залина Михайловна. Долгожданные. Здравствуйте, дорогие. Спасибо вам большое, что согласились принять участие в нашей передаче и помочь мне в приготовлении остинских пирогов. Будем готовить балчин. Поможете? Конечно, обязательно. Спасибо. Обязательно. Ну что, Залина Михайловна, вы уже, как я поняла, приготовили тесто, пока мы ехали, да? Да, пока вас не было, я, чтобы ускорить и не задерживать вас слишком долго, я тесто уже приготовила. Угу. Традиционно, да? Есть какие-то у вас, может быть, свои хитрости? Свои хитрости? Да. Ну, есть такие хитрости, что, допустим, если гости к тебе вот должны нагрянуть, а тебе надо быстренько тесто сделать, то, естественно, опару нужно сделать за несколько минут раньше, чем тесто. Значит, мы берем дрожжи, кладем их в чашку, заливаем их тепленькой водой и засыпаем чуть-чуть сахара. Вот пока ты будешь готовить муку, просеивать, опара подойдет. И ты уже из опары сделаешь тесто, которое быстренько у тебя подойдет. Например, моя мама говорила так, чтобы пироги у тебя были пышные, просеять муку лучше несколько раз. Тогда будет тесто воздушное, мягкое и приятно будет кушать. Очень интересные нюансы. Я точно так же и сделала. Мы обязательно попробуем пышное воздушное тесто. Да. Так, давайте приступим. Давайте приступим. Значит, ты будешь сегодня моя помощница. Хорошо. Я буду тебе говорить, а ты все это будешь делать. Я согласна. Тесто мы делаем самое обыкновенное, да. Потому что у наших предков не было таких вот возможностей, потому они делали тесто такое, которое они делали для хлеба. Да. Вот. И, значит, мы берем вот это тесто, раскатываем 2 лепешки, потому что вишню собрать в одной лепешке будет очень тяжело, потому что вишня, она мягкая, сочная, и мы ее потом не сможем раскатать. То есть, ты поняла? Да. Если мы соберем, как обычно делают пироги, и раскатаем мы вручную, не раскатаем, мы не сможем. Мы не сможем, да. Поэтому 2 пышки мы Давайте я тогда начну, да? Да. Возьми вот это чуть-чуть вот побольше, это? а вот это чуть-чуть поменьше. Верхняя лепешка, она должна быть чуть меньше. Так, значит, раскатываем. Ага, засыпаем мукой чуть-чуть. У наших предков не было каталки, поэтому мы все делаем вручную. Ну, здесь у меня уже есть небольшой опыт 2 передач, предшествующих этой. Поэтому я уже немного могу. Вот я рада, что я встречаюсь с такими интересными людьми, и меня учат не один человек, а из разных районов. Учат мы лучшие женщины. Да. Мы женщины не только имеем какую-то профессию, Камила, да? Но каждая женщина – это домохозяйка. У каждой женщины есть семья, есть дети, поэтому мы должны их вкусно кормить, чтобы они были сильные, здоровые. До каких пор нужно раскатать тесто? То есть чтобы был объем сковороды, где ты будешь выпекать. Понятно. Даже больше. Даже Потом больше. эти тонкости я тебе дальше скажу. Хорошо. Так, расскажите немного про поселок. Многие жители республики, наверное, знают, что село наше возникло в 1910 году, когда уже с гор спускались наши предки. И вот они облюбовали вот это место и, значит, стали переселяться сюда, в наше село. Почему назвали селение Црау? Потому что здесь была и есть река. Река, она была очень быстрая.
Майронал тагду црен. Ага. И Отсюда црендон, а меня автошходой, сраукал. Первые переселенцы, по моим сведениям, это были Гадзаловы, Есеновы, Хлоевы. Я сама, невеста Мсоевых, наши переселились в это село позже. Это было в 1924 году. Здесь уже жили люди. Как-то наши ребята в лесу нашли памятник. Мужчина был похоронен. И на этом памятнике вот было написано «Гадзалов». Вот потому мы знаем, что первые переселенцы это были Гадзаловы. Ну ничего, без дырочки тоже не бывает. Это же тесто, мы его сейчас склеим. Вот так. Камила, у тебя уже лепешка готова. Давай оставим пока вот так. Давай теперь смазывай сковороду, да, маслом. Смажь, чтобы у нас ничего не прилипло. Давай я тебе подержу вот так. Все. Так, давай теперь приготовим начинку. Это вишня без косточек. Но я хотела тебе сказать, Камила, что раньше такой вишни тоже не было. Была Иронбал. И астинская вишня, она росла тогда везде, по обочинам дорог, в саду где-то. И люди брали вот эту вишню. Сегодня можно купить, а раньше же не было. Да. Где бы мы могли купить? Она была очень сочная и кислая. Сегодняшняя вишня, она сладенькая, сочная тоже, но сладенькая и крупная. Вот этим отличается, а так больше ничем. Поэтому мы сейчас засыпем сахар. Засыпай сахар. Где-то положить 3 ложки, можно еще ложечку положить. Потому что кто-то любит кисленькое, кто-то любит сладенькое. Да. Можно попробовать. Перемешиваю, да? Перемешивай. Для связки наши предки клали в начинку муку. Но сегодня технологии поменялись чуть-чуть, поэтому мы положим крахмал. Вот. Это удобнее и схватывается быстрее. Вот а так. Вкус никакой не придаст? Нет. Вот так. Вот теперь, Камила, ты попробуешь или вдвоем попробуем? Давайте вместе. Давайте вместе. Мы будем как хорошие хозяйки, да. Сноха и вшинка, да? Да. Вот так. Давай положим вот так. Края сверху, вытяни их. Вишня же сочная, да. И может протечь. Теперь вишню кладем без сока. Угу. Клади. А я посмотрю вторую лепешку. Вот так. Очень жаль, что наши телезрители не попробуют. Да. Ну что же сделать? Что же сделать? У вас так хорошо поставлена речь, и так вы интересно обо всем рассказываете. Вы где работаете? Расскажите немного. Я 40 лет проработала в местной школе. В принципе, я здесь родилась. Я здесь родилась, в этом селе, поэтому я закончила здесь местную школу. А мой дядя работал учителем начальных классов. И я все время ему помогала проверять тетради. Мне нравилась вот эта работа. И я после окончания приехала здесь, стала работать. Проработала 40 лет, вот 2 года как не работаю, ушла на пенсию. А преподавали что? Русский язык и литературу. Я так поняла. Это мой любимый предмет. Прям слышно по вам. Спасибо. Что вы педагог и общаетесь с молодежью. Да, молодежь я люблю очень. Так, ну что, я переложила. Вот, молодец, ты у меня умница. Спасибо. Вот. Давай мы вот равномерно распределим вот по уголочкам. Ты же любишь с начинкой? Да. Так, берем опять вторую лепешку, чтобы она у нас не порвалась нигде. Так, все. Клади, клади, клади. Выравнивай. А сцепливать края нам сейчас, нужно? конечно, конечно, да? Конечно. Вот смотри, я тебе буду придерживать вот так вот, а ты вот так вот сцепляй. Вот так. Видишь? Да. Вот отсюда уже ничего не вытечет, если даже сильно захочет. Ну-ка, давай, пробуй. Вот, вот так. С мукой, с мукой. С мукой. Да, вот так. Красота. Красота.
будет происходить процесс кипения. То есть нам нужно сделать дырочку, чтобы пар выходил из этой дырочки. Да. Да? Ну, сегодня стали осетинские пироги делать с какими-то узорами. Видимо, время тоже поменялось и хотят, чтобы это было красиво. Но наши предки делали как, Камила? Просто дырочку. И со вкусом. Все. Вот здесь делай дырочку прямо в серединке. Делай дырочку. Все. Все, из этой дырочки будет выходить пар, и у нас будет вариться пирог нормально. Вот сейчас мы его, значит, поместим в печку. Мы отправляем в печку, осетинская печка здесь у нас на кухне. Ну что, посмотрим, пирог уже наш готов или нет? Кажется, он уже готов. Можно так, давай посмотрим, Камила. Наш пирог. Все. Вот такой у нас красивенький пирог получился. Камила, посмотри, какая красота. Красота. Вот так мы положим сковороду. Запах, конечно, прекрасный. Мы сейчас его чуть-чуть подергаем. Вот так. Давай, Камила, бери. Вот так, молодец, молодец. Все. Теперь можно, конечно, взять вот ложечку. У наших предков кисточек не было, вы знаете. Знаю. Они все это делали по-другому. Руками. Или руками, или перьями гуся. Да. Они отрывали вот эти перышки, связывали их вместе, потом обмакивали в сарв. Это не сливочное у них было. Налхая юсарвушко той, маюме аташтой, маю айшаштой. Вот. И получался вот такой пирог красивый. Бока нужно мазать? Конечно, конечно, чтобы они были красивые, чтобы они были вкусные. Вот так мы с Камилой одолели наш путь. Непростой путь. Очень аппетитный, и я уверена, что очень вкусный. Да, конечно, обязательно. Вкусный – это обязательно. Сегодня стало модно говорить «пироги на дровах». То есть наши предки ушли от этого, потому что они уставали. Несмотря на то, что в Сраве был всегда лес, но все равно это была трудоемкая работа для мужчин. Вот. Сегодня все легче, сегодня есть газ, но стало модно дрова и... Ну, потому что как на осетинской дровяной печи, какие получаются румяные вкусные пироги, да. В газовой печке такой не бывает. Только сегодня люди осознали вот это. А сейчас будем пробовать. Да, спасибо вам большое за вашу помощь, за то, что вы были наставницей моей в этом пути. Да. Спасибо большое. Да, сейчас будем пробовать и уже расскажем о своих впечатлениях после. Да, хорошо. Еще один рецепт пополнил коллекцию в моей шкатулке, а я отправляюсь дальше в поисках уникальных рецептов, интересных людей и удивительных мест.